ensinnäkin olen valmentajalle ja joukkueelle voitosta. Прежде всего, хочу поздравить команду соперника и тренера с победой в сегодняшнем матче. Ensimmäiseen erään olen ihan tyytyväinen. Я могу быть доволен первым периодом. Toinen ja kolmas erä, me pelataan tällä hetkellä liian monimutkaista jääkiekkoa. Ну, то, что касается второго, третьего периода, мы играли слишком сложный хоккей. Ja se ei tuota tulosta hyökkäyspäässä. И это не принесло нам результата в зоне атаки. Ja meillä on kovasti vielä tekemistä myös puolustuspelin kanssa. 5 maalia omiin on liikaa. Ну, естественно, нам нужно тоже еще улучшить игру в обороне, потому что 5 пропущенных шайб это слишком много. Спасибо. В общем-то, да, конечно, победа, она победа, довольны мы. Да, начало немножко нас соперник переигрывал. Второй, третий период играли неплохо, но все-таки в концовке последние 8 минут где-то мы немножко играли не в тот хоккей, где-то свалились, знаете, стали суетиться. В общем-то, взяли тайм-аут, просили ребят играть как можно проще, но не получилось. Там все-таки нам и Джефф Глаз помог, и где-то, может быть, соперник не забил. А так, у нас, конечно, гандикап был большой, 5-1, в общем-то, было сложно. Мы немножко не довели эту такую довольно-таки могла быть легкая игра, а получилось в конце осложнили себе ситуацию. Но так, все-таки ребята молодцы, мы довольны, мы, в общем-то, рады, что мы победили. Пожалуйста, вопрос. Вячеславович, до шайбы Лебедева складывается такая ситуация, что все шайбы Сибири забивают защитники. Это стечение обстоятельств или действительно вот, как нападающие не дорабатывали или не везло с элементарно? В чем была причина? Ну, в общем-то, здесь и нападающие где-то не дорабатывали, где-то игра под воротами, она, в общем-то, у нас была проблемная, мы об этом говорили, работали над этим. Дело в том, что ничего страшного здесь не вижу, когда защитники очень много забивают. Это хорошо, защитники участвуют в атаке. Все-таки 3 нападающих в атаке это мало. Это мало сейчас в современном хоккее. Нужно и защитников использовать. Я рад, что защитник забивает. Пара слов о новичке Кирилле Лебедеве. То есть он немного провел времени на льду, но тем не менее забил шайбу. И, может быть, пару слов скажете о том, какие цели его приобретали, то есть это исключительно лимит. Ну, он у нас входит в число молодых, тех, которых Лига нам сделала 4 ребят 91 года. Ну, Кирилл только приехал, в общем-то, он взрослый парень, ему предстоит еще много работать, понять принципы, что, как команда играет. Вот. А так, в принципе, он продемонстрировал, чутье голевое у него есть, мы его и взяли, в принципе, и он доказал это сегодня в первой игре. Забил гол, важный гол. Вопрос Кари. Вот. В матче с Новокузнецком играл Кицин Валуйский из лимитчиков. Да? Сегодня Кицин остался вне игры и поставили молодого вратаря. Действительно ли для торпеды это большая проблема, вот этот лимит? Meillä on yleisötuksessa Novokudinski vastaan pelannut 2 kysy Kitson ja Valuiski. Tässä on tulossa vain yksi Valuiski ja toinen oli nuori maalivahti, jonka meillä se on ongelma, että meillä ei riittävästi nuoria pelaajia. No ensinnäkin minä en pidä tuosta säännöstä, tai tuosta säännöstä, mikä on tullut sarjaan. Ну, прежде всего, должен сказать, что мне это абсолютно не нравится, это правило, которое было. Minun mielestä se ei kuulu ammattiliigoihin. Я считаю, что в профессиональной лиге такого быть не должно. Mutta tosiaan se, että meillä ei ole tarpeeksi nuoria pelaajia tällä hetkellä. Ну и действительно у нас не хватает молодых игроков для того, чтобы оставлять их в составе. Sen takia viimeisellä viikolla hankimme maalivahdin sekä hyökkäjän. Ну и поэтому на последней неделе перед началом чемпионата мы приобрели молодого вратаря и нападающих. И вопрос, вытекающий из этого, если бы сегодня на замене был Беспалов, был ли вариант того, чтобы Коваля поменять по ходу встречи, может быть, страхнуть команду? Ja kun meillä on nuori maalivahti ja jos olisi Bespalov toisena, joutuiko sen vaihtaa Kovalin? En ole Kovalin peliin tänään tyytyväinen, että silloin jos Bespalov olisi ollut, olisi hänet kyllä vaihtanut, mutta me joudutaan nyt vähän katsomaan, Kitchen on ollut meidän mukana ainoastaan viikon, eikä hän pysty tällä hetkellä vielä pelaamaan joukkuepeliä.
Ну, если бы Беспалов у нас был вторым вратарем, скорее всего, мы поменяли бы Коваля, поскольку он сегодня неудачно сыграл, не мог быть доволен игрой. Но, с другой стороны, Китсона мы еще тоже так не можем полностью использовать, потому что он всего неделю у нас с нами тренируется, так что еще он не знает нашей игры.